Сегодня в Коми успешно развиваются десятки видов спорта, причем как любительского, так и профессионального. Спортсмены Коми успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях. В числе самых популярных дисциплин, как, например, лыжи, есть и необычные – пауэрлифтинг. Несколько силачей, при этом членов сборной республики, проживают в Троицко-Печорске. В районе уже несколько дней работает наша съемочная группа. Евгения Кладкевич прямо сейчас находится в юношеской спортивной школе Троицко-Печорска, где как раз проходит тренировка пауэрлифтеров. Евгения, вам слово. Евгений, здравствуйте. Действительно, вот уже несколько дней мы работаем в Троицко-Печорском районе, и сегодня нам посчастливилось снимать в юношеской спортивной школе. Действительно посчастливилось, потому что мы находимся на тренировке пауэрлифтеров, как вы могли уже заметить. Обычно сюда не пускают посторонних, но для нас сделали небольшое исключение. Хочется отметить, что в юношеской спортивной школе занимается немало пауэрлифтеров, и 4 из них входят в сборную Республики Коми. И вот совсем недавно, в марте, 2 из них, Юдин Денис и Тулаева Полина, выступали на первенстве в городе Екатеринбург. И Полина находится прямо сейчас рядом со мной. Полина, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были впечатления после соревнования, какое место ты заняла? На всероссийских соревнованиях я заняла 9 место. В целом мне все понравилось. Конечно, другой город, другая обстановка совершенно. Поначалу у меня вес гонялся, не ела. И вот, все. Я думаю, многих наших телезрителей сейчас интересует вопрос, как же такая хрупкая девушка решила пойти в столь тяжелый и необычный для женщин спорт. Ну, меня тренер позвал, я решила попробовать, рискнуть. И вот втянулась, потихонечку так тренируюсь, нарабатываю опыта. К слову о тренере, прямо сейчас с нами находится и преподаватель по пауэрлифтингу Ялынычев Виталий Петрович. Виталий Петрович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как же сейчас, в период некоторых ограничений, связанных с пандемией, организована тренировочная деятельность воспитанников школы? С марта прошлого года, значит, все залы были закрыты, мы перешли на занятия в домашних условиях. Но с 1 сентября все возобновилось, поэтому ребята обрадовались и с удовольствием стали заниматься. А сколько всего силачей у вас? Силачей, сколько у нас? Ну, ориентировочно, значит, пауэрлифтингом занимается человек 20, будем летать. А тяжелой атлетикой тут побольше уже. Если учебно-тренировочная группа там человек 30, то еще добавочно малышей там, да. Они занимаются не постоянно, но уже проявляют интерес, как бы говорится, к занятиям. И в ближайшее время на какие соревнования собираются отправиться ваши спортсмены? Так, вот завтра мы выезжаем на соревнования на чемпионат по тяжелой атлетике, поэтому мы занимаемся не только пауэрлифтингом, но и тяжелой атлетикой. Тяжелой атлетикой у нас занимаются больше, чем пауэрлифтингом. Вот. А через неделю, уже 8-го, вот выезжаем на чемпионат и первенство по пауэрлифтингу в город Сыктывкар. Да. Понятно, спасибо. Я уверена, что выступят они достойно и привезут только первые, вторые места, возьмут золото, возьмут серебро, мы всей республикой будем за них болеть. Ну и, конечно, хочется также добавить, что кроме пауэрлифтинга в юношеской спортивной школе развиваются и традиционные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, волейбол. Недавно вот появилось дзюдо. Ну и активной жизнью живет не только подростки Троицко-Печорска, но и взрослое поколение. Очень популярен такой вид деятельности, как скандинавская ходьба. Местные жители, вчера мы в этом убедились, проходят по поселку 10, а то и 15 километров ежедневно. Все это мотивирует быть такими же активными, в общем, как и они. Все другие интересные подробности жизни в Троицко-Печорском районе, в том числе и спортивные, смотрите в нашем эфире на телеканале Юрган дальше. Ну а я передаю слово Евгению. Спасибо, Евгения. Ну, будем болеть за троицко-печорских спортсменов. Я напомню, это была Евгения Кладкевич из Троицко-Печорского района.